Известный на весь мир, серийный убийца, Андрей Чикатило, считается одним из самых жестоких и масштабных маньяков и насильников в современной истории. На протяжении 13 лет, с 1978 по 1990 год, он совершил более 50 убийств. Дело серийного убийцы-маньяка Чикатило в 80-е годы потрясло всю страну. Жертва следовала за жертвой, невинные дети и женщины погибали в страшных муках, а убийца-извращенец так ловко заметал следы, что его не могли поймать несколько лет. Пытаясь поймать Чикатило, советские милиционеры допустили массу ошибок, отправляя невиновных людей за решетку и даже на смерть. Как впоследствии было установлено, даже когда он попадал в руки следствия, ему опять удавалось уходить от правосудия. Чтобы положить конец этому кошмару и разоблачить преступника, требовался особый талант криминалиста, нужен был следователь от Бога. Такими следователями оказались Амурхан Яндиев и Иса Костоев, сумевшие после долгих лет поисков наконец окончательно раскрыть дело о жестоких убийствах, совершенных в Ростовской области, за которыми стоял печально известный Андрей Чикатило. Ингушские следователи, Иса Костоев и Амурхан Яндиев, оказали решающее влияние в расследовании убийств маньяка-убийцы Андрея Чикатило. До победного конца довели задержание преступника и раскрыли его ужасающие злодеяния. Иса Магометович и Амурхан Хадрисович работали над поимкой Чикатило, как совместно сообща, так и отдельно друг от друга. Про каждого из этих двух персон можно рассказать по отдельности. Иса Магомедович Костоев, занимавший должность заместителя начальника следственной части прокуратуры РСФСР, был задействован к этому делу после 8 лет безуспешных поисков убийцы, взял на себя руководство следствием. Доказать причастность Андрея Чикатило к убийствам у Исы Магометовича получилось следующим образом. После долгого времени расследования он выяснил, что там, где совершались убийства, Чикатило в то время был в командировках. В своих интервью Костоев рассказывает подробности поимки известного убийцы-маньяка. В одном из них на вопрос журналиста о том, в чем была сложность расследования и почему так долго не могли найти Чикатило, Иса Магометович ответил: «Об этом деле так много сказано и показано, что сейчас и не хочется об этом говорить. Даже обстоятельства ареста и разоблачения Чикатило настолько искажены, столько людей это приписывают себе, что трудно установить истину. Чикатило до меня искали 8 лет, под моим руководством его искали 4 года. В Москве мне объявили, что 10 ноября 1986 года я должен вылететь в Ростов-на-Дону, принять дело к производству и организовать расследование. Изучив и проанализировав все имевшиеся материалы, я пришел к выводу, что показаниям арестованных верить нельзя. Между тем в разных районах области обнаруживались истерзанные трупы жертв, в том числе и скелетированные. Пришлось по новой организовать следственную и оперативно-розыскную работу, которая под моим руководством продолжалась почти 4 года. За это время через нас прошли десятки тысяч людей, которых проверяли на причастность». Конец цитаты. На вопрос журналиста о том, чем руководствовался следователь при отсутствии доказательств, Костоев ответил: «Да, доказательств прямых не было, но была интуиция, основанная на косвенных доказательствах. Я в своей работе никогда не делал выводов только на одних доказательствах. Нельзя забывать, что нередко против невиновного человека имеет место роковое стечение обстоятельств. Непосредственное общение с подозреваемым для меня всегда имело важное значение. И если интуиция подсказывает, что, несмотря на все упрямые факты, что-то не так, надо идти дальше и ни в коем случае не торопиться направлять дело в суд». Иса Костоев получил всемирную известность после раскрытия и задержания в ноябре 1990 года маньяка Андрея Чикатило, одного из самых страшных серийных убийц в истории. Помимо своей следовательской деятельности, Иса Костоев 10 лет работал прокурором-криминалистом в Северо-Осетинской АССР, занимал такие должности, как начальник Международно-правового управления Генеральной прокуратуры России. В середине 90-х годов был председателем Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам.
Перед началом, так называемого, осетино-ингушского конфликта осенью 1992 года, во время антиингушских провокаций с осетинской стороны, когда ситуация вот-вот накалялась и начинались боевые действия в пригородном районе, Исаак Астоев, занимавший тогда должность полномочного представителя президента России в Республике Ингушетия, рвался на прием к тогдашнему президенту России, Борису Ельцину, чтобы доложить ему о накаленной ситуации и попросить его предпринять меры по урегулированию обострившегося конфликта. Но тогда его просьба была отклонена, и принят он не был. Числа, а особенно 3 числа ноября, начался массированный обстрел всех населенных пунктов по компактному проживанию ингушей и всех видов оружия. Я сам видел висящий целый день, можно сказать, вертолет, который корректировал огонь и передавал вот этим тяжелым орудием, где и как это делать. Сносилось все, что попадалось на пути. Ну, на мои бесконечные, постоянные телефонные требования, что происходит, это что делается, ответ был один. Мы такими данными не располагаем. Если только цель была поставлена разъединить противоборствующие стороны Осетии и Ингушетии, такого ада совершить никто не мог. Это не вызывалось необходимостью. Но мы обычно говорим о ошибке политика, ошибке командующего. А где та грань, вот как для вас, юристов, между ошибкой и преступлением? Я однозначно могу сказать, я не веду это дело, к сожалению. Не имею права, даже если бы я не был в роли представителя президента, вести его, потому что я по национальности ингуш. Но я считаю, то, что совершил Хижа, то, что совершил Савик и другие военачальники, это тягчайшие уголовные преступления. И если у нас понятие неотвратимость наказания за совершенные преступления существует, эти люди должны понести наказание. Ключевую роль в поимке Чикатило сыграл еще один ингушский следователь, Амурхан Хадрисович Индиев, занимавший тогда должность начальника отдела по расследованию умышленных убийств и бандитизма прокуратуры Ростовской области. Индиев лично допрашивал маньяка, выстроил с ним доверительные отношения, что помогло довести дело до логического конца и вынести смертный приговор. Или нет? Конечно, нет. Нет, ну, это понятно, что... Ваш коллега 8 лет тоже работал без отпуска. Встречайте, начальник следственной группы Амурхан Индиев. Правда, что вам удалось вызвать такое доверие у Чикатило, что даже на какой-то период времени он стал вам другом? Совершенно верно. Мы с ним уже до того дошли, что уже называли друг друга по отчеству. Он вам признался в том, что совершал? Да, конечно. Вот его сын сидит напротив вас, Юрий, он говорит о том, что все ошиблись. Совершенно он не прав. Для того, чтобы Юра понял, что это объективно, я вам один случай расскажу. Мы наткнулись на такой документ, что он в день убийства секретаря Батайского суда был на металлобазе в городе Батайске. И все стыковалось. Почерк такой же. Место обнаружения трупа в лесопосадке такой же. Все повреждения в области половых органов, молочных желез. Все одно к одному. Я ему говорю: Андрей Романович, вот смотри, вот по документам ты был в этот день в командировке в городе Батайске. И он мне говорит: Амурхан Хадрисович, если вам надо, мне какая разница, я 55 признался, рассказал. Если вам надо, я возьму и это преступление. Я говорю: Андрей Романович, вы не совершали это убийство? Он говорит: нет. Я говорю: тогда это убийство брать не надо, потому что такой же маньяк может еще ходить. Врать не нужно, потому что рано или поздно тебя отправят на психиатрическую экспертизу сербского, где проведут исследования, там будут тебя усыплять, там лекарствами какими-то пичкать, и из тебя вытащат все. А если ты в ходе следствия рассказываешь какое-то вранье, то она, когда начнут стыковать, она не стыкуется. Значит, какой вывод у суда? Что ты вменяемый и хитришь. Поэтому лучше рассказывай всю правду. Вот. Он начал выдавать те детали,
которые не доставали в ходе расследования дела. В 1985 году в Ростове-на-Дону объявили операцию «Лесополоса», ведь именно в лесах недалеко от железнодорожного полотна находили тело убитых. Вырисовался четкий портрет потрошителя, похотливый маньяк, вероятно, водитель, или человек, который часто ездит в командировки, передвигается по железной дороге. 3 года шла операция, за это время раскрыли десятки убийств и изнасилований. Но того самого маньяка взять не удавалось. Задержали Чикатило только в ноябре 1990 года, как раз возле железнодорожной платформы «Лесхоз». В операции «Лесополоса» непосредственное участие, как один из главных следователей, принял участие Амурхан Яндиев, который допрашивал Чикатило с целью извлечения из него необходимых показаний о совершаемых им убийствах, чтобы доказать его причастность к ним. Сейчас надо следовать. Вот туда. Это в рощу этого, да, в рощу этого аэропорта, да, сюда. Да, я точно не могу сказать, но в общем, вот тут. Ну да, лето 84-го года. Да. Вот как вкратце здесь вот расскажите. Ну, вкратце вот как я рассказывал. Так. Мы сюда пришли. Вот здесь, по этому маршруту? Да, по этому маршруту мы шли, так. да. Вот мы туда пришли, значит, и от там, того места, где от того места, да, где я указал, где мы, откуда мы встретились. И туда под пришли. каким предлогом, как вы сюда шли, для чего? Я, что и сказал там, сказал ко мне там, гости там пошли, ну, пошли. Вроде как все. Ну, пошли в гости, да, гости. Так. Там, Или, может, для других каких-то целей? Вот. Приглашали вы ее там? Ну да, в гости там, на дачу там в гости, так сказал, там сказать, что Так. Что там, дальше? там выпить, закусить. Ну, а мы его прошли здесь, там мы, так, вначале убил здесь. Так, погромче. Убил я здесь эту. Так, да. чем? Чем? Ножом. Так. Она Это кухонным ножом.